Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня в нашей программе мы поговорим об общественном транспорте города Сухум. Чтобы получить наиболее полную картину о работе городского общественного транспорта, мы снимали материалы на наиболее многолюдных узловых пересадочных остановках. Записывали интервью у пассажиров, те, с которыми нам удалось поговорить, больше рассказывали о позитивных моментах. А среди водителей маршруток мы не встретили ни одного желающего дать нам небольшое интервью. Но в беседах без камеры они охотно рассказывали о своей работе. Исчерпывающую информацию нам предоставил в своем интервью заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия, который курирует городской общественный транспорт. Леон Гурамович, какие виды транспорта занимаются перевозкой пассажиров в городе Сухум? В городе Сухум общественными пассажирскими перевозками занимается два муниципальных унитарных предприятия. Троллейбусное управление администрации города Сухум и Сухумское автотранспортное предприятие. Дополнительно пассажирскими перевозками занимаются частные извозчики на микроавтобусах, так называемые маршрутки, которые получают необходимую путевую документацию в базовом предприятии, то есть в Сухумском АТП. Но необходимо понимать, что именно частные извозчики они являются индивидуальными предпринимателями, соответственно, к муниципальному транспорту они не относятся. Есть ли какой-то утвержденный график работы пассажирского транспорта и как он выполняется, если он есть? Безусловно, он есть, но сразу оговорюсь, что существуют определенные сложности в его исполнении. Начну с троллейбусного управления. Значит, троллейбусы у нас работают по установленному графику. График вывешен в том числе в салонах троллейбуса. Но проблема в том, что вы знаете, троллейбусное сообщение, оно целиком и полностью зависит у нас от энергоснабжения. И ввиду частых перепадов напряжения, ввиду перебоев в энергоснабжении, а также просто ввиду банальных технических поломок, зачастую, конечно же, троллейбусы не выполняют установленный график. То, что касается автобусов, у них также существуют утвержденные графики движения. Они также вывешены в салонах автобусов. При их несоблюдении у пассажиров есть возможность позвонить в диспетчерскую службу, номер телефона вывешен в салоне, и пожаловаться на несоблюдение графика тем или иным автобусом. Соблюдение графиков контролируют как диспетчеры на предприятиях, так и непосредственно сами руководители. Могу сказать, что зачастую мы совместно с руководством транспортных наших предприятий выезжаем на те или иные остановки выборочно и смотрим, каким образом у нас работает общественный транспорт. Конечно, до идеала далеко, безусловно, но могу сказать, что средний интервал движения, допустим, в той части, которая касается автобусов, на наиболее пассажиронасыщенных маршрутах, а это значит, Новый район, Маяк, в сторону Синопа, средний интервал составляет где-то порядка 20 минут. На тех маршрутах, где не такой интенсивный пассажиропоток, там, конечно же, интервал он побольше. На работу, с работы, рынок, да. На автобусе ездите? На этом, да, Чамбовском. Регулярность движения устраивает? Да, еще бы в час дня был бы один рейс, было бы шикарно. К сожалению, маршрутных такси нет на улице Чамба. В течение всего послевоенного периода обращались, но не выделили. Да, я бы хотела, чтобы было маршрутное такси. А вот другие маршруты, когда вы ездите, вот, допустим, после обеда, очень многие говорят, что редко ездят маршрутами. Я бы не сказала. Периодически ездите на маршрутах? Да, конечно. Что можете сказать о работе маршрутного транспорта? Очень хорошо, все прекрасно. Люди есть такие, которые за рулем сидят, они вдруг могут подвести нас, разговора нет никакого, если денег человек не имеет, потом заплатит.
Но вот на некоторых маршрутах, вот, допустим, после 3-4 часов дня бывает мало уже маршрутного транспорта. Да, ну здесь тоже так же почти, да. Ну до 4 они работают, потом на троллейбусе ездим. А что можно сказать о общественном транспорте, троллейбус, автобус, например? Вообще в целом, что ли, или что касается поселка? Поселка, ну вот маршрут, по которому вы ездите. Все нормально. До 8 ходят троллейбусы, маршрутки до 4. Все Ну, хорошо. у них где-то минут 20, да, интервал? Ну да, почему 20 даже, видишь, 2-3 стоят сразу. Хотелось бы, чтобы после 4 тоже был транспорт, не только троллейбус. А так, в принципе, это уже нужно на государственном уровне решать. Очень редко передвигаюсь. Да. Сегодня машина моя поломалась. Вот за запчастями приехал. Ну, когда передвигаетесь, как вот Нормально. после обеда? Оплачиваем и едем, и все. У троллейбусов интервал движения составляет от 15 минут до 30 минут на тех маршрутах, которые наименее пассажиронасыщенные. Это, ну, для понимания, это, значит, маршрут номер 3 и маршрут номер 2, Маяк-Тхубон, он у нас просто длинный. Транспорт выезжает из предприятия в 6 утра, то есть работать он начинает с 6 утра. С 6 утра производится подача, и в зависимости от начальной точки, где-то с 6:30 уже пассажиры имеют возможность воспользоваться услугами общественного транспорта. В зимнее время, вот сейчас, ну, для понимания, чтобы зрители тоже для себя знали, в эксплуатации пассажирского транспорта есть понимание, есть деление на зимние графики и летние графики. Различие между ними заключается в том, что в летнее время у нас ввиду большей пассажиронасыщенности, ввиду увеличения количества населения, продлевается работа общественного пассажирского транспорта, плюс увеличивается количество выходов подвижного состава на линию. В зимнее время, ввиду отсутствия пассажиров, соответственно, время работы пассажирского транспорта несколько сокращается, и количество выходов оно также уменьшается. Например, сейчас, ну, фактически сейчас уже зимний график работы. Троллейбусы у нас из центра города, последние выходы в сторону Нового района, в сторону Маяка, в сторону Синопа, последние выходы осуществляются в районе 7:30. То есть где-то в районе 8 часов, ну, может быть, немножечко позже, в зависимости от условий на дороге, где-то после 8 часов все троллейбусы должны заехать в депо. Мы часто слышим нарекания граждан о том, что общественный транспорт не работает допоздна. Да, действительно, это имеет место быть, но необходимо, чтобы наше население понимало, что, к большому сожалению, в существующих условиях ни у города, ни у республиканского бюджета, ни у предприятий нет возможности сфинансировать перевозки пассажиров в то время, когда пассажиров на остановках мало. Да? К большому сожалению, не получается из-за небольшого количества пассажиров полностью, значит, обслуживать маршрут и эксплуатировать троллейбус, который возит 3, 4, 5, ну, небольшое количество людей. То есть необходимо понимать, что предприятия транспортные, они у нас вообще изначально дотационные, убыточные. Это не только у нас, это и в любой социально ориентированной экономике. То есть тариф, он заведомо установлен ниже экономически обоснованного. Поэтому из муниципального бюджета нам необходимо их субсидировать. Соответственно, если они собирают меньше своих собственных доходов, нам необходимо их субсидировать в еще большем масштабе. Таких возможностей, к сожалению, ни у города, ни у республиканского бюджета на текущий момент нет. В дневное время, когда наиболее интенсивный пассажиропоток, там они вот перевозят больше пассажиров, и вот это не может покрыть, например, вечернее время, когда, ну, мало пассажиров. Дело в том, что существует понятие экономически обоснованного тарифа на транспорте. Сегодня мы знаем, что для проезда в автобусе население у нас платит 10 рублей в городе, для проезда в троллейбусе 5 рублей. Но я даже не знаю, этим похвастаться или наоборот, наверное, надо быть шокированным тем, что таких тарифов ни в одном близлежащем регионе, даже сопоставимом по уровню доходов с нами, сегодня нет нигде.
И я хочу сказать, что по факту, предположим, для проезда в троллейбусе экономически обоснованный тариф должен составлять не менее 48 рублей. То есть вы разницу чувствуете, да, между 5 и 48 рублями. То же самое в автобусе. В автобусе у нас проезд 10 рублей, а по факту экономически обоснованный тариф, он порядка 28 рублей. То сам транспорт у нас до сегодняшнего момента, ну, со всеми минусами, со всеми своими огрехами, но тем не менее он функционирует. Это действительно, я не побоюсь этого слова, подвиг тех людей, которые работают на этих предприятиях. В том числе это нужно отдать должное руководителям предприятий, которые поддерживают их в более-менее удовлетворительном техническом состоянии и каждый день обеспечивают бесперебойную подачу транспорта. Соответственно, даже если вы в часы пик будете битком набитые автобусы эксплуатировать или троллейбусы, они ни в коей мере не компенсируют вам их эксплуатацию уже в вечернее время, когда людей нет. То есть никакие доходы, там, условно повышенные в пиковое время, они не компенсируют тех убытков, которые эти предприятия несут. Из городского бюджета, ну, опять-таки для понимания общего, мы субсидируем наши предприятия в размере 650 тысяч и 600 тысяч, соответственно, ежемесячно. 650 тысяч у нас выплачивается Сухумскому АТП, 600 тысяч мы выплачиваем троллейбусному управлению. Но тем не менее этих субсидий хронически недостаточно. То есть у нас имеет место хроническое недофинансирование транспортной отрасли. А если еще принять во внимание, что подвижной состав, который эксплуатируется, был приобретен в 2010 году, сегодня у нас 2017. И если принять во внимание неудовлетворительное состояние улично-дорожного полотна и понимать, что автобусы изнашиваются в ускоренном режиме, то убытки они возрастают в арифметической прогрессии. Поэтому говорить о том, что существуют какие-то возможности дофинансировать межпиковые перевозки пиковыми, не приходится. Глядя на наших соседей, где они очень подняли уровень муниципального транспорта, они уменьшили количество, допустим, частного транспорта, большинство уже вот, маршрутные такси от муниципальных предприятий транспорта. Ну, наверное, это выгодно. И, кстати, стоимость проезда частников меньше, чем на муниципальном транспорте. Наверное, так это установлено. А у нас вот стоимость проезда на частном транспорте и на государственном отличается? Конечно, на частном транспорте, в маршрутках у нас стоимость больше. В маршрутках у нас, вы знаете, стоимость проезда 15 рублей. Но я что хочу отметить? Дело в том, что вообще приоритет общественного транспорта на частном – это современная тенденция вообще в урбанистике, в развитии городов. И, конечно же, мы должны к этому стремиться, и мы к этому придем. На сегодняшний день существует проблема того, что у нас избыточное количество микроавтобусов, которые, то есть частных извозчиков, которые зачастую дублируют маршруты муниципального транспорта, это имеет место. И, конечно же, необходима определенная оптимизация количества микроавтобусов самой маршрутной сети для того, чтобы увеличить доходы муниципального автотранспорта. Но здесь есть определенный нюанс, который, наверное, присущ только нам, и мы его не имеем права не учитывать. Мы все должны понимать, что на частном автотранспорте, да, в микроавтобусах работают люди, которые в послевоенное время, когда у государства еще не было возможности наладить транспортную систему, они с послевоенных времен кормят свои семьи, они обеспечивают обслуживание, и мы не можем здесь шаблонно подойти и вот так вот разом взять и всех этих людей, значит, ну не всех, там какую-то часть, вытеснить с маршрутной сети под предлогом того, что мы должны ее оптимизировать. То есть задача достаточно сложная на самом деле. Нам необходимо соблюсти интерес населения, тех, кто пользуется транспортными услугами, государства, и вот тех людей, которые, это достаточно большое количество людей, за ними стоят их семьи,
которые они обеспечивают. Мы должны соблюсти интересы всех этих трех групп населения. В то же время мы действительно слышим зачастую нарекания населения о том, что в маршрутках именно, да, вот как в простонародье называют, речь идет о зачастую неудовлетворительном техническом состоянии данных транспортных средств, пребывании водителей иногда, или даже можно сказать периодически, в состоянии легкого алкогольного или наркотического опьянения, такое тоже бывает, несоблюдение норм безопасности провоза пассажиров, правил дорожного движения и многое другое. Действительно, люди жалуются, и это большая проблема. И поэтому я говорю, что здесь наша задача найти вот тот баланс между интересами вот этой категории наших людей, которые работают в этом, на микроавтобусах, пассажиров, и государства. Конечно же, во главу угла, в первую очередь, мы будем ставить безопасность и здоровье наших пассажиров. Зачастую приходится слышать, что когда призываешь к порядку, когда пытаешься отрегулировать работу частных извозчиков, что у кого-то есть заслуги перед Родиной, кто-то принимал участие в войне и так далее. Но я хочу отметить, что любые заслуги, какие бы они ни были, у кого бы то ни было, они не могут ставиться выше здоровья и безопасности пассажиров, которых этот человек обслуживает. А мы знаем, что, как правило, маршрутными такси пользуются либо женщины, либо молодежь, учащиеся, школьники и так далее. Поэтому проблема на самом деле очень большая, и она наслаивалась достаточно большое количество времени, и решить ее в одночасье пока достаточно затруднительно. Но мы над этим работаем. Когда поступают жалобы, какие-то нарекания, как вы можете повлиять на эту ситуацию? Как-то можно привлечь к административному какому-то наказанию? Ну, я первое, что хотел бы отметить, что помимо тех микроавтобусов, которые работают по договору с Сухумским АТП, к большому сожалению, в последнее время участились случаи, когда на линии работают транспортные средства, которые вообще не имеют никакого отношения, никаких договорных отношений с АТП. То есть у них нет ни путевого листа, у них нет ни лицензии, ни каких-либо сопроводительных документов. Мы неоднократно по этому поводу обращались и в ГАИ, и в соответствующие структуры, и в принципе мы находимся во взаимодействии. Нам необходимо отладить систему рейдовых мероприятий. Это рейдовые мероприятия совместно с УБЭП, с ГАИ и сотрудниками Государственного управления по транспорту, для того, чтобы выявлять на линии нелегальных перевозчиков, которые обслуживают население без каких-либо разрешительных документов и не соответствуют абсолютно никаким нормативам. Это даже больше работа УБЭП. То есть фактически это экономическое преступление, это незаконная предпринимательская деятельность. В соответствии с действующим законодательством есть все рычаги, возможности для того, чтобы применить к данному предпринимателю определенные санкции. На самом деле рычаги, вот какие-то относительно такой ограниченный набор рычагов даже сейчас есть, но мы пока, к сожалению, не совсем эффективно им пользуемся. Но для того, чтобы система работала действительно эффективно в соответствии с современными требованиями, опять-таки повторюсь, необходима нормативно-правовая база, четкая, совершенно прозрачная, максимально простая и отвечающая нашим вот реалиям абхазским. Это первое, это то, что касается профилактики. То, что касается по факту выявления нарушений, буквально в прошлом году мы несколько раз с руководством предприятий собирались, мы разместили во всех салонах муниципального транспорта номера телефонов диспетчерской, номера телефонов отдела транспорта в администрации, с тем, чтобы пассажиры могли в случае выявления каких-либо нарушений позвонить и сообщить нам об этом сюда в администрацию или же непосредственно на предприятие. По каждому факту производится разбор непосредственно руководством предприятия, либо если это
что-либо из ряда вон выходящее, значит, мы приглашаем сюда и руководителей, и непосредственно виновника, допустившего то или иное нарушение. Мы снимали и на остановках, и транспортный узел. Там всегда скопление огромное маршруток, и учитывая дорожное полотно, которое в очень плохом состоянии, там еще проезжает троллейбус, и там вообще такой картина совершенно такая удручающая. И даже в разговорах водители маршрутного транспорта, они как-то услышали, что их огромное количество так выставляются, которые хотят поехать по маршруту. И в день им достается там немного рейсов. То есть они друг другу мешают фактически зарабатывать, а это, естественно, сказывается и на качестве, и на техническом состоянии перевозок. А количество выдаваемых лицензий ничем не ограничено. То есть по закону отдел лицензирования должен давать лицензии по мере поступления. То есть и куда эти все лицензированные частные перевозчики, где они могут работать в таком количестве. Возвращаемся к нашему предыдущему, к началу нашего разговора, когда мы с вами говорили о необходимости создания соответствующей нормативно-правовой базы. Я несколько раз поднимал этот вопрос на различных совещаниях, посвященных транспортному обслуживанию, работе общетранспортной отрасли в республике. Нам необходимо создать фундамент для развития вообще всей транспортной отрасли. Транспортная отрасль, немножко теории, она так же, как и банковская, является кровеносной системой вообще реального сектора экономики всего. То есть, если она будет неэффективна, у нас эта неэффективность будет автоматически эффектом мультипликатора передаваться во все иные отрасли. Для того, чтобы она эффективно работала, необходимо отвечающая современным требованиям эффективная нормативно-правовая база. О чем идет речь? Речь идет в первую очередь о том, чтобы разработать и принять устав автомобильного транспорта. Далее правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, правила перевозок грузов автомобильным транспортом, закон о безопасности дорожного движения, положение о техническом обслуживании автомобильного транспорта и многое другое. И после принятия данного пакета нормативно-правовых актов и соответствующих подзаконных для их эффективной реализации, вся работа отрасли будет регулироваться таким образом, что избыточное количество транспорта, оно просто не будет допущено к работе. То есть то, о чем вы сейчас мне говорите, это фактически говорит об отсутствии такого документа, как план расстановки подвижного состава. В данном документе регламентируется, какое количество подвижного состава, какой марочности, с какой регулярностью должно работать на определенных маршрутах. И этот документ является регламентирующим для того или иного предприятия, либо для той или иной территории. И если условно в данном документе отражено, что, допустим, в сторону ПСОУ из Сухума должно выезжать 3 микроавтобуса пассажировместимостью 20 человек, 2 автобуса пассажировместимостью 40 человек и 1 автобус пассажировместимостью 30 человек, то сверх установленного нормативом просто, во-первых, не выпустит предприятие, но даже если кто-то самовольно выедет, есть соответствующая система механизмов, рычагов, контрольных проверок для того, чтобы этот транспорт с линии убрать. То есть я что хочу сказать, пока у нас нет нормативно-правовой базы, у нас будет подобный хаос. Сегодня нет четко отлаженной системы регулирования транспортного процесса. И она может быть создана только при наличии данного пакета документов. Тогда мы сможем каким-либо образом регулировать весь процесс перевозки и пассажиров, и грузов в республике. К настоящему моменту мы практически год ведем работу над программой целевой муниципальной развития транспортного комплекса города Сухум, транспортной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения. В этой программе мы как раз-таки и постараемся предусмотреть максимальный комплекс мероприятий, направленный, во-первых, на улучшение состояния улично-дорожной сети нашего города. Вы знаете, нареканий много со стороны населения. Мы и сами видим, что
достаточно много проблем, на улучшение качества работы пассажирского транспорта и, безусловно, на повышение безопасности движения дорожного. Потому что это три такие наиболее кричащие проблемы, которые у нас в городе есть. И для того, чтобы их системно подойти к их решению, нам, конечно же, нужен программно-целевой метод. То есть мы пропишем весь комплекс мероприятий с разбивкой по годам и с укрупненными суммами, необходимыми на их реализацию, для того, чтобы впоследствии можно было по этой программе изыскивать финансирование и поэтапно реализовывать весь необходимый комплекс мероприятий. Мы провели анализ состояния дел в транспортной отрасли, улично-дорожной сети. И вот я думаю, что до конца текущего года мы программу эту представим на суд общественности. Пропаганда культуры вообще вождения, культуры обслуживания пассажиров, она тоже имеет большое значение. И то, как мы относимся друг к другу на дороге, то, как мы относимся друг к другу в общественном транспорте, оно тоже должно определенным образом воздействовать вообще на общую ситуацию в этой сфере. То есть не все должно и может делать государство. Сами люди тоже немножко должны предпринять усилия для того, чтобы жить лучше. Государство, оно не отдельно от людей живет. Государство — это те же люди, мы должны объединить наши усилия.